Войну мы пережили очень тяжело. Дружба между татаро-казахами длится уже более 400 лет. Сабантуй, так сказать, стал визитной карточкой всех национальностей. Он достойный наш татарин. Человек, когда талантлив, он талантлив во всем. Он всегда выслушает каждого. И для нас это был такой пример подражания. Іргесі бүтін елді жау алмайды. И вот мы находимся на уникальной набережной благодаря труду Рафаэла Гиреевича. Это было одной из самых главных задач, которые проводила Ассамблея народа Казахстана. Я, Аблаков Рафаил Гиреевич, родился 8 марта 1936 года. Родился я в Казахстане. Это северный Казахстан, село Володаровка. Это районный центр. А затем наша семья вся переехала в Астану, в Акмолинск. В Аккуле я закончил 1 класс. В Аккуле мы встретили войну. Было тяжелое положение. Тяжелое положение почему? Потому что нам приходилось, детям того периода, собирать колоски для того, чтобы потом, по-казахски говоря, култиерменмен, это все перемалывать в муку. Мы даже, получилось так, что мы мерзлую картошку выкапывали из земли, когда уже уборка картофеля была прекращена и выпадал первый снег. Мы ходили, выкапывали эту мерзлую картошку, чтобы как-то прожить. В Аккуле мы встретили и День Победы. День Победы встретили так, я примерно расскажу вам, потому что утром вдруг нас будет папа. Говорит: дети, что вы лежите? У нас победа, закончилась война. Мы, значит, повскакивали. У нас на стене была вышитая, там 2 голубя, с добрым утром написано, что-то такое. Это со стены сняли, сорвали, сделали флагшток и прямо на крыше своего дома мы повесили. У нас объявили, что будет возле райкома партии митинг. Папа меня взял за руки, и мы пошли с ним. Это было такое событие, действительно очень торжественное, очень такое впечатляющее. Почему? Потому что люди пели с гармошками, и в то же время были отдельные люди, которые оплакивали это. Люди, люди, у которых родители, родственники не вернулись с войны. Это была жуткая картина такая. В Акмоле я продолжил свою учебу. Я закончил здесь 10 классов. Поехал учиться в Алмату. Впечатления мои об учебе интересные, конечно. Акмола была городом таких одноэтажных зданий с плоскими крышами. Известные дома были, это дома купцов, которые сохранились с тех пор. Это дом и магазин Кубрина. Многие дома были построены купцами, татарскими купцами. За старым стадионом город назывался Слободкой. Слобода. И когда разливался Ишим, то детей в школу, в центр, где у нас гостиница Ишим, там располагалась наша школа, в школу детей переправляли на лодках. Такое было положение. И потом эти же лодки ждали, когда окончатся уроки у ребят, и они, значит, снова возвращались домой. Ишим разливался в то время здорово, конечно. Затапливались все поля. Люди, через Ишим ежегодно налаживалась паромная переправа, допустим, на левый берег.
Вот. Люди ехали, машины заезжали, люди, подводы. Вот. И они, значит, там трос, и этим тросом, так сказать, подтягивая этот трос, передвигали паром к следующему берегу. У нас тогда в основном все передвигались на лошадях, на это. Единственный был автобус небольшого размера вот. Он ходил от рынка до центра города. И водителем в этом автобусе была женщина, такая женщина здоровая, очень. И вот она запомнилась тем, что она там командовала, кому заходить, кому выходить, кому где садиться. Курила всегда самосад. И в автобусе всегда был такой дым, там открывали окна, люди вообще. Голос у нее был такой грубый, она могла и послать. Так что у нас была такая тетя Шура, по-моему, ее звали. Да, тетя Шура ее звали. Вот он у нас был единственный в городе автобус. Стаж моего строительного производства 40 лет. Я 40 лет работал в строительном производстве. Вырос от инженера рядового до генерального директора строительной компании. И вот мне пришлось строить в первую очередь набережной реки Ищу. Когда приезжал к нам первый президент, он даже сказал, говорит, это наша первая визитная карточка нашей новой столицы. Ну, проект создавался человеком, который составил генеральный план новой столицы. Можно сказать, что великий японский архитектор Курокава. Архитектором работал в то время заслуженный архитектор Рустамбеков, по-моему. Да, Рустамбеков его фамилия. Вот. По его проекту строилась набережная. Я как строитель, как генподрядчик работал над тем, чтобы вот превратить этот проект, да, в дело. Я доволен двумя вещами. Я когда прохожу по набережной и вижу детей, которые там резвятся, и вижу пожилых людей, которые прогуливаются по этой набережной, я доволен и рад, что я принимал непосредственное участие в строительстве этого объекта. Я хочу сказать, что несколько раз при строительстве нас посещал и первый президент, нас всегда курировал и контролировал Галимов. Это человек, который занимался вообще всеми строительными объектами столицы. Почему? Потому что он был назначен на правах министра руководителем всей этой стройки. Со мной работали такие люди, как генеральный директор тоже строительной компании из Алматы Шин Бронислав Григорьевич. Вот. Большой вклад он внес в строительство тоже. В период целины наплыв был большое население. Не хватало электроэнергии, не хватало тепла. Поэтому было принято решение о строительстве второй ТЭЦ. Я уже был на пенсии, и мне сообщили, что меня приглашает Шаймиев Ментимир Шарипович. Он тогда был президентом Татарстана. У нас с ним произошла встреча, и он говорит: Рафаэль Гиреевич, вот я наслышан, что вы длительное время жили в Казахстане. Я действительно в то время, где-то 80 лет мне было. Он говорит: вы длительное время жили в Казахстане, знаете всех руководителей здесь, вхожи ко всем. Вот у нас есть предложение, чтобы вы были полномочным представителем Татарстана в Казахстане. Для меня это было, конечно, большой неожиданностью. Во-первых, я никогда не работал на дипломатической работе. Я строитель, и вот этим все сказано. Во-вторых, что я смог ему сказать, нашелся, что сказать, это то, что я говорю: слушайте,
Ментемир Шарипович, я ведь, несмотря на то, что я татарин, я же гражданин Казахстана. Он говорит, мы это все знаем, мы это тоже решили. Вы будете исполнять обязанности. В то время действительно обмен опытом. Татарстан в то время был одним из республик, который имел, так сказать, передовой опыт во всех делах. Мы открыли прямое сообщение, воздушное сообщение Казань-Астана. После этого у нас наладился большой объем делегациями. У нас были парламентские делегации, которые мы встречали. Я, как полномочный представитель, обязан был обеспечить и гостиницей, и встречами с нашими передовиками. Наш первый президент, он выступал, кстати, в Казани, и он там сказал, что дружба с татарами, между татарами и казахами длится уже более 400 лет. Махжан Тулебаев. Это было давно, но он сказал так. Тель, халыктың тельмаши. Когда я вот это услышал, я как-то выступал даже и говорил, что татар мен казакка тельмаш керек жоқ. Тельмаш – это переводчик. Неге десеңіз, біздің тілімізде бір схожий язык. Дінімізде бір, мы мусульмане. И ой-пікірімізде бір. Казахи, татары – это почти одна большая семья. И второе, что я вспоминаю, у нас есть такая пословица, вернее, не у нас. Я почему говорю у нас? Потому что я родился и вырос в Казахстане. У нас есть такая пословица «Іргесі бүтін елді жау алмайды». То есть, если у нас основы крепкие, фундамент крепкий, то никакие враги, никакие невзгоды нас не победят. Это же было сказано здорово. Это и сейчас действительно это так. Потому что наша дружба, наше сотрудничество, в котором я тоже принимал, можно сказать, большое участие, оно, значит, крепло и до сих пор оно, так сказать, действует и крепнет. У нас были совместные производства, совместные проекты, вот, которые действовали. В частности, в нефтегазовой промышленности, в медицине. Почему в медицине? Вот многие спрашивают, а почему в медицине? А потому что я помню хорошо, что Казань является одной из промышленных предприятий, которые выпускают медицинское оборудование и медицинский инструмент, который котируется, так сказать, не только в Казани и в России, но и далеко за границей. Вот. Ну, в общем-то, у нас связи были действительно очень такие крепкие, и я рад, что я участвовал в этих связях. В Казахстане я получил орден Достых за участие во всех этих народно-хозяйственных. Ну, двусторонние отношения – это, во-первых, и торговые, и научно-технические, и в вопросах промышленности, сельского хозяйства. Вот эти вот отношения, конечно, возросли во много раз, когда Казахстан получил независимость, и независимость получил и Татарстан. Я 10 лет был членом Ассамблеи народа Казахстана. Я думаю, что этот орган был своевременно, так сказать, создан для того, чтобы объединить наши нации. В Казахстане было более 120 национальностей и народностей. И чтобы их как-то сплотить, чтобы их направить на путь для того, чтобы было развитие Казахстана, развитие дружбы и сотрудничества в Казахстане, для этого и была создана Ассамблея народа Казахстана. Большую роль в свое время
да и сейчас сыграла Ассамблея народа Казахстана. Вот в дружбе, в сотрудничестве, в сплочении наших наций. Я должен сказать, что в 2001 году был Сабантуй, где я был председателем уже Татаро-Башкирского культурного центра. Вот. Тогда мы пригласили делегацию из Казани, приехали знаменитые актеры, артисты. Проводили мы Сабантуй всегда очень хорошо. Мне всегда помогали, и я должен выразить свою благодарность товарищам, которые всегда поддерживали меня в этих вопросах. Это Валиев Рафик Гарифович, который оказывал помощь не только материальную, но и финансовую и материальную помощь вот для проведения Сабантуя. Это и Равиль Монашов. У нас проходили такие мероприятия. Это было мероприятие, которое проводилось каждый год. И у нас были республиканские Сабантуи, в которых мы принимали непосредственное участие. И у нас был составлен график. Допустим, в этом году у нас в Астане проводится, в следующем году в Караганде, всегда потом в Семипалатинске, потом в других областных городах. И всегда вот эти вот города у нас менялись, мы проводили Сабантуи всегда в разных населенных пунктах, в разных городах. Акимат нам выделял, Акимат нас обеспечивал помещением, снарядами, музыкантами. Вот правильно Дамир как-то сказал, что тогда был оркестр, духовой оркестр присутствовал. Это было такое собрание, вернее, такое мероприятие, и все потом говорили, вот надо учиться у татар, как надо проводить вот такие вот культурные мероприятия, как Сабантуй. Вот. И после этого уже другие, так сказать, культурные центры всегда собирались и тоже проводили, и вместе с тем они всегда приглашали нас. Сабантуй, так сказать, стал визитной карточкой всех национальностей. Это было одной из самых главных задач, которые проводила Ассамблея народа Казахстана. Действительно, татары в этом деле, конечно, занимали одно из ведущих мест. У меня основное увлечение в свое время, когда я был еще, так сказать, при силе, я вам могу похвастаться, что у меня 6 ружей. Они были мне подарены моими друзьями. Второе мое хобби, чем я увлекался, это живописью. С детства я любил рисовать. А когда я вышел на пенсию, надо же было чем-то заняться, я не мог сидеть просто сложа руки. Я решил заняться живописью. Я ни разу за свои картины ни у кого не брал мзду или оплату, потому что просто дарил и все. Ну, одной из таких известных картин, которые я нарисовал, она сейчас хранится в Англии. Я действительно нигде не учился. Я хочу вам попутно сказать, что я не учился и музыке. Мог любую песню подобрать на рояле, на пианино, на фортепиано, на аккордеоне. И я очень жалею, что я в свое время не поступил, не окончил музыкальное училище. Самая любимая картина, вот у меня, это самый автопортрет с женой. Мне сделали 2 операции сложные. Жена за мной всегда ухаживала. Она и сейчас все время, так сказать, заботится и беспокоится обо мне. Я могу сказать, что она действительно мой ангел-хранитель. Я этим, в общем, обязан ей. Вот воспитанием детей занималась тоже жена. Почему? Потому что я все время был на работе. Все время в командировках, все время в разъездах, все время допоздна. Вот мы, когда строили вот эту набережную, мы работали в 3 смены.
участвовали в конкурсе, нас пригласило посольство России. Это было, я не помню, но это было, по-моему, в 2005 году. Вот. Участвовала в конкурсе 5 пар. Вот. Из Казахстана мы были одни. И мы выиграли этот конкурс. Да, нам вручили медаль «Семья верности и любви». Человек, когда талантлив, он талантлив во всем. Во-первых, это самая главная его, так сказать, черта. За что бы он ни взялся, все у него на отлично. Что бы он ни делал, что бы он... Ну, вы знаете, наверное, он говорил, что он рисует. Он нарисовал петуха, причем такого красочного, красивого петуха. Ну и пришла, в общем, представитель посольства Америки, по-моему, это женщина. Я не была на этой выставке и все не могла как-то найти время. И эта картина очень понравилась ей. И сын мой подарил ей эту картину. Она, конечно, осталась очень довольна. Вот. А следом он нарисовал снова эту картину. Ну и участвовал вот в выставке городской. С именем Рафаэла Гюреевича связано многое. И в том числе одно из его важных явлений – это становление татаро-башкирского культурного центра ТАН. Я пришел в центр в 1999 году, впервые, когда появился уже в городе Астана в 1998 году. В 1999 году я узнал об этом центре. Вот. И как сейчас помню, это было празднование новогодних мероприятий, был полный зал. Вот. И дальше, конечно, я очень удивлен был такому большому количеству людей, большому вниманию татар к воспитанию подрастающего поколения, концертным номерам, потому что они были поставлены на очень высоком художественном уровне, пусть даже как самодеятельные коллективы, но тем не менее. И дальнейшее становление центра, ну вот на протяжении 23 лет я нахожусь, почти четверть века в этом центре, я замечаю один период, который явно выделяется. Я его даже называю ренессансом татаро-башкирского культурного центра. Потому что в эти годы проходили масштабные мероприятия. Был проведен один из крупнейших, таких первых значимых сабантуев на территории парка отдыха города Астаны. С участием духового оркестра были поставлены юрты, приглашенные артисты из Москвы. Найля Фатехова выступала. Позже уже ее пригласил Манашов Равиль Сиражидинович, который тоже благодаря которому этот ренессанс и состоялся. Вот. Были проведены республиканские сабантуи, было очень много гостей со всего Казахстана. То есть, представляете, ту организаторскую работу, когда встречать такое количество гостей, элементарно даже расселить, уделить внимание и выстроить культурную программу, которая не заключалась лишь только в концертных номерах на сцене сабантуя. Там же и спортивные игры, это и показ города, экскурсии, это все вот в совокупности. Ну и, конечно же, помимо этого масштабные мероприятия были проведены и в молодежном движении. Это вот появились так называемые татар-пати, где молодежь их очень полюбила, где они могли встречаться, знакомиться. Вот. Конечно же, это с подачи руководства центра, наших аксакалов. Вот. Тогда я еще был очень молод, мне было 20 с небольшим лет. Вот, как раз азарт, горение, и видя, как работают и по-настоящему уделяют внимание татарскому движению именно наши, так скажу, даже учителя, потому что они нас направляли в правильное русло. Они нас учили грамотно выстраивать отношения, уважительного отношения ко всем, как бы то ни было. Это все было заметно, можно было даже и не говорить, но это было заметно в их поведении. И молодежь старалась это делать точно так же, как и делали они. Поэтому, конечно же, для меня это значимые учителя в моей жизни.
Благодаря встрече Рафаэла Гиреевича и тогда Акима Оскара Мамина состоялась поездка детей воскресной школы в город Казань и в Уфу за счет бюджета города Астаны. То есть это был подарок тем детям, которые поехали, чтобы они могли посмотреть свою историческую родину, побывать на культурных мероприятиях, посетить музеи и вообще получить полное просто, чтобы впечатление, яркую картинку, незабываемые от незабываемых встреч. Рафаэл Гиреевич, он многогранен. Он очень талантлив во всем, с чего бы он ни начинал, за что бы он ни брался. И одним из ярких моих, наверное, встреч, одной из ярких встреч с ним была, это тот момент, когда он занимался работой в полномочном представительстве Республики Татарстан в Республике Казахстан. Это его встреча с Митимиром Шамиевым в городе Семейно, юбилей Татарской школы искусств. Это выставка художников, которая прошла в Музее современного искусства города Астаны. И к моему большому удивлению и восхищению были представлены картины семьи Аблаковых. То есть там были представлены не только картины Рафаэла Гиреевича, это были картины и детей, и племянников, которые были выставлены, и очень пристальное внимание к определенным картинам даже было со стороны дипломатов иностранных государств. Рафаэла Гиреевича я знаю давно. Мы с ним познакомились на Сабантуе. Это было около 20 жастар. Он был очень солидный, показался мне таким настоящим мужчиной. Действительно, он таким и оказался. Он вообще строитель по жизни. И он строил в городе очень много. Набережную около парка построил центрального. И много у него таких дел. Но в Татаро-Шкарбатском центре он непосредственно участие принимал в помощи проведения Сабантуев. Он проявил себя еще больше, когда он стал заместителем полномочного представителя Татарстана в Казахстане. Его как казахстанца туда назначили, и тогда, конечно, он объездил все области, помогал всем областным центрам. А в Астане, конечно, нам Бог видел. Поэтому во всех мероприятиях, которые мы проводили, приглашались знаменитые артисты из Татарстана. Были организованы встречи с деятелями культуры Татарстана. Были организованы такие республиканские сабантуи в Астане было, где приезжало около 100 человек, и деловой форум был. Там и бизнесмены приезжали. Все благодаря его поддержке татарское движение города Астаны получил большой импульс. Про него хочется сказать не больше как о человеке. Я его знаю больше с человеческой стороны, когда мы занимался татарской молодежью города Астаны. Очень часто с ним на заседаниях каких-то собирались, и хочется подчеркнуть очень его интеллигентность. То есть во всех ситуациях, там и стрессовые у нас мы проводили, и республиканские, там международные мероприятия, когда в стрессовой ситуации ничего не получается, все из рук валится. И в это время он всегда такой интеллигентный, ни одного плохого слова не скажет. Для меня это, тогда молодого парня, для меня это было что-то такое невероятное. Такой молодежи, как я тогда, здесь было очень много. Но он каждого принимал, каждого выслушивал, каждого. И насколько мне тогда тоже... Мы сидели по бумажкам, там какие-то вещи считали. Вот здесь такая-то цифра, здесь там столько-то нужно, здесь так-то. А он это все в голове держал. Вот столько, вот столько я вам могу дать, это то, здесь я вам помогу. И все это в голове держалось у него. Редко я видел, чтобы он там какие-то блокнотики, бумажки записывал. Все четко знал. Все. И для нас это был такой пример подражания. Іргесі бүтін елді жау алмайды.
Спасибо.